Всем привет! Вы на канале ProfiFootball, и сегодня я хотел показать вам, как правильно разминаться в футболе. Зимой разминка особенно важна, так как в эту пору года достаточно холодно и скользко, и для того, чтобы не получить травму, вам нужно как следует разогреть свои мышцы. Я тренировался и играл в 3 разных командах, и так получилось, что все эти 3 команды из разных стран – России, Белоруссии и Польши. И в каждой команде процесс разминки и упражнения чем-то, но отличаются. Из всех этих знаний я постарался и выбрал самые важные и эффективные упражнения для того, чтобы ваша разминка была как можно лучше. Но перед началом я бы хотел попросить тебя поставить лайк этому видео, подписаться на канал, а если ты уже подписан, то поставь колокольчик. Спасибо за лайк, подписку и колокольчик, а мы начинаем. Перед началом разминочных упражнений мы всегда пробегали трусцой 1-2 круга. Затем приступали уже к разминке, которая всегда начиналась сверху вниз. Сначала вы делаете пару круговых движений головой, чтобы размять вашу шею. После этого делаете махи руками вперед, назад и в разные стороны. Затем тянете плечи и широчайшие мышцы спины. Потом делайте круговые движения тазом, повороты спиной и наклоны туловища в стороны, для того, чтобы размять спину и боковые мышцы пресса. Игрокам линии атаки особенно нужно уделять побольше внимания этим упражнениям, так как когда вы делаете обманные маневры, у вас очень работает корпус при смене направления движения. И для того, чтобы не травмировать спину, вам нужно хорошо ее размять. Далее мы переходим к ногам. Сначала вам нужно подготовить свои ноги к более серьезным упражнениям. Для этого вы делаете захваты. Тянется колено к груди, затем захваты во внешнюю и внутреннюю сторону. Затем делайте наиболее распространенные эффективные упражнения для пахов – выпад. Когда вы делаете это упражнение, вы должны чувствовать, как тянутся ваши паховые мышцы. Затем вы опускаетесь на колено, ногу отводите немного в сторону и обхватываете ее рукой. Затем, стоя все на том же колене, разворачиваете ногу и выпрямляете ее. Опираться нога должна на пятку. И затем тянетесь к носку. После этого вы разворачиваете ногу так, чтобы она опиралась на щеку, и тянетесь головой к полу. Здесь у вас также тянутся приводящие паховые мышцы. То же самое делайте и на другую ногу. Также можете добавить такое упражнение для паховых мышц. Сядьте на корточки, крепите руки между собой и попытайтесь раздвинуть руками ноги как можно шире. Еще одно довольно известное, очень хорошее упражнение на паховые мышцы выполняется вот так. Поставьте ноги пошире и попытайтесь сесть на корточки как можно ниже. Но при этом ноги до колена у вас должны быть прямыми. Ну что ж, мы активно размяли паховые мышцы, которые отвечают в основном за удар по мячу. А сейчас переходим к задней поверхности бедра, которая отвечает за вашу стартовую скорость. Сначала поделайте наклоны и мельницу, следите за тем, чтобы ваши ноги были прямыми. Затем, в зависимости от погоды и времени года, можете поделать упражнение сидя. Одну ногу выпрямите, а другую подогните и попытайтесь дотянуться до носка. То же сделайте с другой ногой. Затем выпрямите обе ноги и попытайтесь дотянуться до них. Также в таком положении можно потянуть спину. Закиньте одну ногу за другую, опираясь локтем на ту ногу, которую закинули, сделайте поворот спиной. После того, как вы потянули заднюю поверхность бедра, нужно размять колени. Делайте круговые движения коленями во внешнюю и внутреннюю стороны, а также со сведенными коленями вместе. Затем приступаем к разминке голеностопов.
Сделайте круговые движения голеностопами во внешнюю и внутреннюю сторону. Также можете походить на внешних сторонах стоп. Завершить разминку можно вот такими упражнениями, которые помогут вам подготовиться к активной работе на тренировке. Постарайтесь руками коснуться ваших пяток и постоять в таком положении 5-7 секунд. А в этом упражнении не нужно тянуться к носку, надо лишь постараться менять положение без рук. Затем вы стряхиваете ноги и идете к беговым упражнениям. Приставной шаг с хлопком. Развороты на полусогнутых ногах. Бег с высоким подниманием бедра. Захлёст. Подъем ног во внешнюю и внутреннюю сторону. Крестный бег. Не забывайте менять стороны. Отводящие движения во внешнюю сторону. Отводящие движения во внутреннюю сторону. Оленей бег. Не забывайте выносить колено как можно выше. Ну и в конце сделайте пару рывков. Вот таким получилось это видео. Я надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое, оно вам было полезно. Это у меня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.